Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной поклон всем тем, кто делает донаты моему каналу. Мои дорогие, благодарю вас от всего сердца. Благодаря вам мой канал растет и развивается. Еще раз огромное вам спасибо. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Судьбоносные события, которых вам не избежать. Пожалуйста, если тема интересна, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Какие судьбоносные события произойдут в моей жизни, чего мне не избежать? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на то, какие судьбоносные события вас ждут. Чего вам не избежать. В каком ключе и как это все будет происходить. Так, у нас тут нар вышел, да? Нар. Вы знаете, девочки, судьбоносные события. Вы встретитесь именно со своей сутью. У вас здесь идет открытие ваших талантов, ваших способностей, ваших даров. Здесь есть дары. У вас есть дары внутри вас. Те дары, с которыми вы пришли в этот мир. Эти дары для вас сделали высшие силы. Ваше огромное доброе сердце. Ваша любовь, ваше милосердие, ваша доброта, нежность, ласка, отзывчивость. Понимаете, вот все прекрасные человеческие качества, которые есть у вас. У вас есть миссия, у вас есть предназначение. Но вы, сколько бы вам лет не было, вот как будто бы вы увиливали, всю жизнь от этого уходили. Может быть, это ваше внутреннее состояние, вы опасались. Может быть, кто-то вам где-то когда-то там сказал, что это все там ерунда. Там, роль женщины это что там, выйти замуж и рожать. Да, вот какие-то такие установки, ну просто немножечко отсталые, да, вот вам были даны, и вы вот прям отпечаталось. Может быть, родители по незнанию, понимаете, вот родители и меня так воспитывали, что вот там прям с детства, да, девочка, она там должна готовиться к замужеству, там за мужем ходить, там детей воспитывать. Понимаете, это в то время для наших родителей это было правильно. И они нас этому учили. И мы вот с этой установкой мы выросли. То есть, да, мы считаем, что наша роль, она такая 10-я, да, там уборщица, прибиральщица, кормильщица, но никак не личность, не как мастер и профессионал. Редко кто из девочек, вот я давно работаю, да, очень много людей встречаю. Я редко встречаю девочек, которые действительно, знаете, такие, которые сами себя сделали и ничего не боятся, ничего не стесняются, которые живут так, как вот им хочется, да, вот что хочется, то и делаю. И никакие там комплексы их не мучают, какие-то установки их не сбивают с правильного пути. Вот передо мной на этом песочке девочка, которая с установками деструктивными, понимаете, деструктивными. Вы, может быть, потеряли какую-то возможность свою реализовать какой-то замечательный талант. Может быть, вы стали бы прекрасной актрисой, если бы не было этих установок. Может быть, вы стали бы знаменитой певицей. Может быть, не знаю, какой-нибудь художницей модной, да, вот что-то вот с вашим талантом связано, что у вас потеряно. Но, мои дорогие, у вас будет встреча лицом к лицу с вашей скрытой способностью, да, с вашей суперсилой, назовем так. Вы по воле судьбы, от высшей силы, знаете, уже не знают, как вас раскрыть ваши таланты, как вас подтолкнуть к тому, чтобы вы реализовывали свои таланты. И у вас будет ситуация, когда вам придется через «не могу», через «не хочу», через «нет, это не мое», либо «у меня такого нет», вам придется столкнуться именно с той ситуацией, когда ваши скрытые таланты, ваши скрытые способности будут обнаружены.
Девочки, тут может быть что угодно, понимаете, начиная от эзотерики, да, ясновидения, там, биоэнергетики, заканчивая действительно каким-нибудь, я не знаю, оперным пением, да, либо каким-нибудь там мастерством необычным, да, может вы какая-нибудь, не знаю, там ткачиха ковров, ну, либо человек, который там гениально печет хлеб, понимаете, вот что-то есть у вас такое просто необычное. Это вы сейчас неограненный алмаз, да, то есть такая огромная драгоценность, которую нужно проработать, да, отработать, отточить в ней грани, чтобы она блеснула и показала всю свою прелесть. Вот и вы, девочки, пока в состоянии булыжника, да, но главное, не обижайтесь на меня. Я иногда говорю из потока, сама не ведаю, что говорю. Не обижайтесь, пожалуйста. Я вижу, что придется вам себя огранить, придется вам себя показать, блеснуть во всей своей красе. Это идет к вам по судьбе и в судьбу. Так. Очень необычно. Я рассказываю ваши предсказания. Вот смотрю в окно и вижу очень необычное облако. В этом облаке человек, в одной руке у него сила, а в другой руке у него сердце. Да, мои милые, это знак. Это знак. Я всегда присматриваюсь к таким знакам. Это знак того, что вы обретете свою силу и вы раскроете свой истинный талант, свое истинное предназначение. При каких обстоятельствах это случится? У каждого будет своя ситуация. Но вы должны понимать, что это вопрос времени. Буквально следующий месяц это толчок начала и развития. Толчок начала по времени немножечко плавают, а вот развитие будет моментальным. Знаете, вот займетесь вы эзотерикой, возьмете только в руки карты и все. И понеслась. Вы уже гадаете всем и вся, да, еще и на этом имеете какое-то вот прям имя свое, да, сделаете в этом мире. Если вы там покажете кому-то свою работу, то уже там буквально через неделю о вас уже будут люди говорить, да, и приглашать вас на какие-то мастер-классы, просить вас там научить, поделиться. Вот такая идет ситуация. Здесь также момент судьбоносных изменений в личной жизни. Для тех, кто одинок, кто мечтал о семье, о счастье, о каких-то вот важных таких моментах, когда прекратить свое одиночество и наконец-таки обрести счастье. У вас здесь кит, к вам заплывает кит, человек с инициалами, либо это место, либо инициал буква В, буква ЭВ идет. Либо этот человек будет как Виктор, победитель, да, победитель человек. Этот человек, кстати, может быть действительно победителем по жизни. Он чего-то добился, он что-то сделал, он великий, может быть, у него орден есть, может быть, он был на войне, может быть, он участвовал в каких-то, не знаю, там, горячих точках был, в каких-то очень сложных операциях. То есть он награжденный, у него есть отметка. Отметка, вот медаль, я не знаю, награда, какая-то памятка, грамота. Вот чем-то он отмечен, понимаете? Вот такой человек в вашу жизнь идет. Он сам вас найдет, он в вашу жизнь вот прям заплывает на этом дельфине, на этом китике. Кому как видно, он к вам плывет в жизнь сам вас найдет, сам с вами встретится. От вас лишь требуется быть более открытой и более коммуникабельной, понимаете? Почему-то мне вот по этому песку кажется, что вы у меня такая отшельница, что вы любите сидеть дома, что вы не выходите практически никуда. Вот даже в интернете ни с кем как будто бы и не знакомитесь. То есть сидите в 4 стенах, я не знаю, там смотрите YouTube, может так, знаете, у вас дом, дорога, работа и обратно, да, работа, дорога, дом. То есть как бы каких-то лишних действий вы не совершаете. Почему-то вы себя отрезали от жизни. Знаете, если вы будете дальше так вести себя, то вам подкинут 3 дела. 3 дела, 3 проблемы вам подкинут для того, чтобы вас просто выкурить из дома. Понимаете, что идет, да? Вот высшие силы уже не знают, как вас выводить в люди. А люди вам очень нужны. Вам нужно общение, вам нужно показывать себя. Себя вообще вам скрывать нельзя, потому что есть у вас вот этот бриллиант, он есть, он сияет, он не должен томиться в какой-то клетке, он должен быть на всеобщем обозрении, чтобы люди видели, чтобы люди восхищались.
Понимаете, вы сама по себе очень большая уникальная ценность. А вы себя спрятали. Спрятали, и никто про вас и не знает, и не догадывается. Вы живете в какой-то аскезе, мои дорогие. Выходите из нее. Пришло ваше время. Время очень серьезных, шумных, бурных перемен в вашей жизни. Я вижу, что вы вот сейчас, вот на момент просмотра этого видео, не готовы. Вы не готовы, вы думаете, что ну что, я уже привыкла, я уже смирилась в своей жизнью, я ничего не хочу. Но высшие силы будут вас выталкивать, потому что ваше место в социуме, ваше место на паблике, но никак не дома, не в четырех стенах. Знаете, ваша жизнь очень сложная, ваш жизненный путь, он сложный. У кого-то это путь 1001 проблемы, у кого-то это путь глубокого одиночества. Даже если вы вдвоем с кем-то, да, все равно себя чувствуете одиноким человеком. А все это происходит из-за вашей нереализованности. Вы можете быть, я не знаю, там топ-менеджером где-нибудь в большой крупной компании, но свой истинный талант, свою истинную способность вы не реализовали еще. Поэтому вам предстоит. У вас две змеи. Вот одна змея, вот вторая змея. Змеи — это знаки мудрости. В таком положении это именно идет мудрость. Это именно идет получение знаний, навыков. Это вот, как, знаете, как медицинская змея, да? Это не гадюка, которая там, да, подколодная, а это именно змея, которая дает знания. И знаете, у вас все получится, у вас жизнь меняется, у вас ваши жизненные дороги, ваши планы, приоритеты, настроение, все меняется. Вы сама поменяетесь, вы, как знаете, заново родитесь. Вот такая ситуация у вас идет. А кто-то, кстати, и может быть и действительно пройдет процесс, какой-то обряд посвящения, крещения, кто знает, девочки. То есть здесь обновление полнейшее происходит. У тех, кто в сложных отношениях, я вижу, вы поставите точку. Вы поставите точку, но поставите ее именно в том, что хватит сложностей, хватит проблем. Вы человеку ультиматум поставите, скажете, либо ты меняешься, и мы с тобой обнуляемся, заново пытаемся, потому что все-таки мы семья, друг друга давно знаем, либо вот тебе Бог, а вот тебе порок. Понимаете, вот проявите вы какую-то жесткость, чего вам не хватало. И знаете, буквально через 1,5-2 месяца вы вообще себя не узнаете. Вы посмотрите в зеркало, на вас будет смотреть совершенно незнакомая, прекрасная женщина, амазонка, воин, женщина, которая сама себя сделала. Вот такая моя ситуация к вам идет, мои дорогие девочки. Так что моя задача на этом, я считаю, завершена. Я вам дала подсказочки, ключи, а вы уж дальше сами идите. Ничего не бойтесь, ни в чем не сомневайтесь. Вас ждет большой успех. Здесь гранат вышел. Гранат — это прекрасный знак. Это изобильность, урожайность. Это султан-фрукт, понимаете? Так что, мои милые, все у вас будет замечательно. На этом гадание мое закончено. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.